Добрый день, ребята! Сегодня к вашему вниманию предлагаю очередной дистанционный урок русского языка. Мы продолжаем изучать тему «Сложные предложения». Сложные предложения, ребята, они бывают союзными и бессоюзными. Союзные делятся на сложно сочиненные и сложно подчиненные. И третий у нас бессоюзные. Итак, мы вспомнили, да, ребята, какие виды сложных предложений у нас есть. Итак, тема сегодняшнего урока, ребята, сложные предложения с разными видами связи. Цель урока – обобщение и систематизация изученного материала, дать понятие о сложных предложениях с разными видами связи, приобщение к информационно-поисковой деятельности. Ребята, сложные предложения с разными видами связи – это такие предложения, которые состоят не менее чем из 3 простых предложений. И они все связаны между собой сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью. И вот дается такой пример. Где-то стучал дятел, вокруг еле слышно поскрипывали деревья. Из деревни доносился лай собак. Но все эти звуки не мешали погрузиться в свои раздумья. Как вы заметили, ребята, это сложное предложение состоит из нескольких частей. И они связаны между собой бессоюзной связью, сочинительной связью. Итак, ребята, группы сложных предложений с различными видами связи, они бывают такими. Первое – сочинение плюс подчинение. Второе – сочинение плюс бессоюзная связь. Третье – подчинение плюс бессоюзная связь. И четвертое – сочинение плюс подчинение плюс бессоюзная связь. И к вашему вниманию предлагаю такое предложение, ребята. Давайте сделаем вместе анализ предложений. Русский человек так уверен в своей силе крепости, что он не прочь поломать себя. Он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Как вы заметили, ребята, это сложное предложение, которое состоит, опять-таки, из нескольких предложений. То есть из нескольких частей. Первая часть. Русский человек так уверен в своей силе крепости. Вторая часть. Что он не прочь поломать себя. Третья. Он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Если вы заметили, ребята, между ними бессоюзная связь. Далее, ребята, к вашему вниманию я опять предлагаю такое задание, которое вы будете выполнять самостоятельно. Задача здесь такова, ребята. Вам необходимо из нескольких простых предложений составить одно сложное предложение. Первое, смотрите. Было уже поздно. Мы читали книгу. Спать совсем не хотелось. Видите? Из этих 3 простых предложений вы должны составить одно сложное предложение с разными видами связи. Следующее. Наступила весна. Река разлилась. Возникла угроза наводнения. Здесь то же самое. 3 простых предложения. Далее. Я посмотрела на часы. Было уже 9. На улице никого не было. Из 3 частей, то есть из 3 простых предложений, опять составим сложное предложение. Итак, ребята, наш урок подходит к концу. Спасибо вам за внимание и за участие на сегодняшнем уроке. Надеюсь, полученные задания на уроке вам удастся выполнить. Успехов вам, ребята! До скорой встречи!